Заход любителей 140-х. Так себя называют водители легендарного автомобиля Mercedes-Benz S-класс в кузове W140. Благодаря габаритам этих машин владельцев еще называют кабановодами. Модель в свое время произвела фурор среди автопроизводителей и сразу стала пользоваться особой популярностью среди политической элиты. Своей надежностью и пафосным внешним видом она завоевала любовь миллионов. Этот автомобиль считается легендой своего времени, который же пережил полностью. Одним из самых надежных, которые выпускали на сегодняшний день. По сей день ссылает страх и уважение, остается надежным другом, как на дороге, так и для себя. Встреча намечена на ифтар. До разговения еще час. В котле варится мясо, в казане узбекский плов. Здесь припарковались около 20 машин в разной комплектации. Им по четверть века. Состояние каждой говорит о любви владельцев к машине. Например, Мерседес Ахмеда Дударова 96-го года выпуска. Полностью исправна, в родном окрасе, салон в прекрасном состоянии. Секрет сохранности оказался простой. Как правило, вот все вот эти машины, которые вот здесь собрались, и эта машина, это не первая, это, как правило, вторая машина. Первая машина есть, там повседневно мы катаемся. Эта машина, это самая такая дорогая, мы за ней ухаживаем больше, чем все остальные. Любовь к этому модельному ряду объединила неравнодушных людей. Они часто проводят сходы и обсуждают разные темы. У нас очень часто говорят о том, что да, там, для того, чтобы там, нужно провести какие-то мероприятия по поводу того, что республика была чище, там, зеленее. Вот, разные бывают моменты. Поводом для сегодняшнего схода стал приезд гостей из соседней республики. Накануне участники ингушского клуба 140-х были приглашены в Дагестан на разговение. Наши, в свою очередь, приняли эстафету и пригласили любителей этих мерседесов к нам в республику. В сопровождении ГАИ гости добираются до места встречи. Гостей принимают с распростертыми объятиями. Каждый из них друг друга знает по имени. Это, по сути, большая семья, и сегодня у них теплый ужин. Столы накрыты. Основные блюда, конечно, национальные. Дул-халтам, галушки с мясом, соус бирх. Участники клуба 140-х Кавказа были в восторге от теплого приема. Нас встретили очень хорошо. Наши братья с Ингушетии всегда встречали нас на высшем уровне. Большой баркал им, вот, они подготовились, накрыли вот такие столы. Здесь около 60-70 человек из Дагестана, из Чечни. Большая благодарность им. На днях они приезжали к нам. Сейчас они пригласили нас. Наше братство Ингушетия, Дагестан и Чечня всегда были как братья и будут дальше, иншаллах. Встретили нас хорошо, машаллах, братья. И не впервые тоже. Мы часто ездим друг к другу в гости. С ингушского клуба, с чеченского клуба гостят у нас, приглашаем их, они нас сюда. И вот часто вот обмены вот такие, не впервые как бы, оно встречает, машаллах. Ну, легендарные встретили, как полагается, по-другому невозможно. Обычаи и традиции нам не позволяют по-другому поступать. И все прошло очень великолепно, достойно. Дай Аллах, чтобы они всегда вот так могли встречать, провожать, успехов. Активность клуба тоже чувствуется, видится по всем клубам, по Всероссийскому клубу, региональному, по Северо-Кавказскому общему. Успехов Ингушетскому клубу. Спасибо им за теплый прием. Братьям, которые приехали, приняли участие, поддержали. Сплоченно в своем направлении развития в интересах. Двигаются, развиваются. Мне хотелось сказать спасибо братьям ингушам, которые нас пригласили, и дагестанцев. После сытного ужина и теплых бесед перешли к презентам. Сегодня такой день, такой месяц. Мы баркала вам всем, что нас позвали. Пускай Аллах воздаст за все вам это в тысячекратном размере. Пускай у вас у всех будет в семьях прекрасно все. Пускай этот месяц у вас пройдет хорошо, без всяких лишних средств. Пускай здоровья вам всем. Спасибо вам за укрепление нашей дружбы. Не забыли и про сопровождающего кортеж сотрудника ДПС. В ответ наши кабановоды вручили чеченским и дагестанским участникам клуба памятные грамоты и ингушские сувениры. Уже в эту среду любители С-класса ждут на ифтар в Чечне. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Абдуллах Алухоев, Новости 24.